Прямая связь в прямом эфире на ТНВ. Если бы люди вели себя абсолютно рационально, то давно бы уже отказались от личных автомобилей. Люди просто любят свои машины, а насколько нам известно, любовь и рассудок разнятся, как нефть и вода. Дарин Нордаль, писатель, урбанист. Станция метро Кремлевская. Далеко не самая популярная станция метро в Казани. Здесь, конечно, бывает слегка оживленнее в дни, когда город принимает очередные толпы туристов, приехавшие на очередной чемпионат. Но вот в обычные рабочие дни здесь так, как сегодня. Вопрос: а что было бы? Увидели бы мы с вами другую картину, если бы, скажем, поезда метро не поленились и доехали бы до железнодорожного вокзала? Определенно да. Ведь там происходит вся жизнь. Там настоящие людские потоки. А оттуда сюда люди идут с сумками целых 1,5 километра. Вопрос еще один. Для кого создана станция метро Кремлевская? Разве не очевиден ответ и на этот вопрос? Как часто вы, житель Казани, или, может быть, вы не житель Казани, бываете в Кремле? А вот станция метро Площадь Тукая, кажется, создана именно для людей, а не только для туристов. Если и должна быть где-то в центре Казани станция метро, так именно здесь. И вот эти транспортные средства созданы, кажется, тоже именно для людей, а не только для туристов. Почему? А вы посмотрите на дизайн этого транспортного средства. Это средство для того, чтобы перемещать наши тела, а не трогать наши души. Как он может выглядеть? Оказывается, нас и здесь-то совершенно нечему учить. Когда мы начинаем думать о людях с тугим кошельком, мы все делаем правильно. И вот так автобусы превращаются в прекрасные, живописные, общественные пространства, привлекательные для всех. Почему люди недолюбливают общественный транспорт? На этот вопрос существует сотни ответов. Но один из них прямо перед вами. Просто почувствуйте разницу. Золотое правило для любого госоргана власти. Думай как частник. Любая частная компания создает систему, привлекающую каждого. Если это транспорт, значит, он никогда не будет второсортной альтернативой автомобилю. Частник будет продавать не транспортные услуги, он будет продавать радость и новые эмоции, некий новый фон. Вспомните, что вы обычно слышите в магазинах, кофейнях и ресторанах. Вы знаете, вот все хорошо, но можно включить какую-нибудь, музычку? А чего бы вам хотелось? Чего-нибудь такого легкого, может быть, такое, что нравится всем. Кондуктор, не спеши. Ой, нет, давайте так, мы не будем ставить здесь то, что называется музон, мы будем ставить какую-нибудь музычку такую простую, приятную, легкую, воздушную, может быть. Ну, пожалуйста. Вот если немножко убавить громкость, вот это как раз то, что нужно. Прямо как в супермаркете. Общественный транспорт, услаждающий слух. Общественный транспорт, услаждающий взор. И ничего тут такого, чтобы глухо упиралось в пресловутые российские реалии, нет и быть не может. Да, все это показа бугром. Там над этим трудятся грандиозные умы, потому что и задача грандиозна. Там общественный транспорт претерпевает буквально революционные изменения. Он выходит из мертвой зоны автомобилистов и буквально бросается в глаза. Если хотите, продает себя сам. Нас могут позабавить эти веселые картинки из западных журналов автобусных мод, но факт есть факт. Люди любят разнообразие. Представьте себе, все это плюс 10-15% пассажиров уже. Привлекательность – вот оно, ключевое слово. И снова думаем как частник. Загляните в свой кошелек. Сколько торговых марок воспитали в вас лояльность к их бренду? А общественный транспорт Казани уже поймал вас на крючок? Возможно, у вас и есть транспортная карта. Но про эти скидки нечего и вспоминать. А вот в Москве уже иначе. За время вот этих транспортных реформ Собянина в Москве добавилось на общественном транспорте порядка 20% платных пассажиров. Что такое платный пассажир в Москве? Это с огромной вероятностью человек, который еще позавчера ездил на своем автомобиле. Вот эта реальность, вот некоторая московская реальность последних лет, вот это добавилось. Люди действительно пересели. Но для этого, конечно, потребовались гигантские усилия городских властей. О чем речь? Мы приведем лишь пару-тройку сравнений.
На все 12 раундов против Москвы нас не хватит, все против нас, это было бы избиением. Одна поездка в московском общественном транспорте стоит заоблачных денег по нашим меркам – 55 рублей. Покупаем билет условно на месяц – 1765 рублей. Итого одна поездка на любом транспорте в итоге 29 рублей 40 копеек. Дорого. А как у нас, 25 рублей одна поездка. Покупаем 60 поездок, да хоть 600. Цена меняется незначительно, 23 рубля. И вот у нас внизу две цифры, московская больше. Но прикинем в уме, какие скидки людям предлагают в столице и какие предлагают нам. Не забудем также и о том, что уже в этом году тариф в Казани снова повысится. То есть к Новому году мы сравняемся с Москвой по части стоимости перевозки своего тела по городу. Разница вроде небольшая, но слева цифры привлекательные, а справа отталкивающие. И вот город наоборот тебе говорит, что если ты купишь билетик универсальный на все виды транспорта на квартал, лучше на год, город даст тебе грандиозную скидку. Это огромная разница. Город тебе очень четко это объясняет тарифами, и парковочными, и на общественном транспорте. Если вводится система 90 минут, как в Москве, например, когда у тебя взимается одна оплата за неограниченное количество пересадок в течение 90 минут, то человеку это становится комфортнее. Очень важно то, что сейчас в Москве, например, вначале создали систему турникетов, когда ты заходишь в автобус, сейчас отказались и от нее, и ты можешь заходить с любой двери в автобус. И после этого, несмотря на все опасения, количество людей на маршрутах на новых увеличилось на 8%. То есть людям более комфортно, когда у тебя нет кондуктора, который ты заходишь, он кричит на весь автобус, расталкивает людей в час пик, а когда нет этого надзора. Удивительно, ведь мы все делаем правильно. Мы прокладываем по городу автобусные полосы. Мы всячески отговариваем автолюбителей от поездок хотя бы в центр города путем введения немалой платы за парковку на улице. Мы обновляем свой автобусный и трамвайный парки, как никто больше в целой стране. Но что, мы пересадили кого-то из машины в автобус? Вот ответ. За последние годы, даже учитывая все грандиозные спортивные форумы в Казани, пассажиров в общественном транспорте больше не стало. Штиль. Десятилетиями в людях жива лояльность к одному лишь бренду, к личному автомобилю. То есть к главной статье расходов в семье. Одна средняя поездка в центр и обратно по статистике 16 километров. Если учитывать то, что никто не привык учитывать, а это налоги, бензин, страховка, техобслуживание и тому подобные не мелочи, то стоимость такой поездки 15 рублей за километр пути. То есть 240 рублей туда-обратно. То есть почти в 5 раз дороже, чем на автобусе, метро или трамвае. Но любовь и рассудок, как нефть и вода. Тем более, если перед глазами то, что мы по-прежнему считаем самым невзрачным средством передвижения с самым обыденным набором услуг. Если поезда в метро нужно ждать по 8-10 минут. Если все это настолько уныло, что легче заплатить 15 рублей за километр, чем получать сомнительное удовольствие в общественных местах. Нам нравятся любые общественные места, кроме этого. Потому что оно не приносит удовольствия. Людей не заставишь пользоваться услугой, которая им не нравится. Мы все сделали правильно, кроме одного. Общественный транспорт не стал более привлекательным. Ведь он так никого и не привлек. Самое главное, то, что те мероприятия, которые проводятся, они бессистемные. Михаил Любимов, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней. Черное озеро. По будням в 21:00.